Доброе утро, Республика. Начинаем новую рабочую неделю с Русланом Ачировым. Да, и с Вероникой Тамтосовой. Надеюсь, что настроение у всех прекрасное. Как всегда, для вас самые последние новости, пока вы спали. Узнаете, что интересно происходит в мире. Конечно, последние новости нашей республики. Расскажем о погоде, расскажем о том, как бороться с желанием купить все подряд. Расскажем прогноз звезд, может быть, там что-то интересное. Ну и, конечно, поделимся хорошими впечатлениями и последними новостями вместе с нашими гостями. Да, и, конечно, не забываем про наш телеграм-канал «Утро Якутии». На него подписаться вы можете прямо сейчас, используя QR-код. И немножко забегая вперед, сегодня у нас будет игра, и мы, конечно же, определим победителей, которые правильно ответят на наш вопрос. Ну, а сейчас, да, давайте узнаем, что же произошло за выходные, пока мы спали, прямо сейчас. Начнем мы С Турции. Турция утопает в снегу. На видео буренки, которые в шоке от заснеженного пастбища. Нелегко пришлось коровам на севере Турции. Глубина снега в районе Кастамону достигает 1,5 метров. К слову, нынешняя аномальная зима под конец февраля, похоже, окончательно сошла с ума и перепутала север с югом. И не только в Турции. У нас в заполярном Мурманске плюс 5 градусов, а в южном Ставрополе минус 20. Сочи завалило снегом, как и грузинский черноморский курорт Батуми и турецкий Стамбул. Да, потрясающие кадры. Ну, вот так вот посмотришь, кажется, наши поселки. Слушай, ну, мне кажется, их коровы к такому не готовы. Ну да, наши так точно готовы. Ну, а теперь о солнце. Вспышка высшего балла произошла на солнце впервые за почти 2,5 месяца. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22:20 по московскому времени, то есть буквально 3 часа назад. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад. Вспышка стала результатом быстрого роста активности солнца, который начался менее суток назад и сейчас все еще продолжается. Но по уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зеленой зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны. В общем, можно немножко расслабиться. Магнитной бури на Земле не будет. Ну, магнитной бури не будет, но ах, у меня болит голова, точно, мы сегодня услышим. Итак, ну и самые позитивные новости, потому что потеплело вроде бы на Я бы еще улице. сказал, даже красивая сейчас будет новость у нас про Красиво. розовых фламинго. Да? Нет, ну сначала мы поговорим о погоде. Давайте немножко о погоде, а потом про фламинго. Я думаю, что же красивого Руслан увидел в погоде. Итак, в центральных районах минус 32, минус 19, в заречной группе минус 41, минус 21 градус холода. В южных 20-14 ниже 0. В Вилюйской группе 22-16 со знаком минус, Нижнеленских минус 34, минус 26. В западных 21-15 ниже 0. В Колымо-Дигирской группе Улусов минус 44, минус 30. В Янских 43-32 со знаком минус. На северо-западе минус 37, минус 27 градусов. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Температура в Якутске минус 19, минус 21 градус. Ну слушай, пришла весна. Да. А теперь о фламинго. Сотни розовых фламинго пережидают зиму на побережье Каспийского моря в Хазарском государственном природном заповеднике Туркменистана. На кадрах, снятых с дрона, птицы разгуливают по воде и пролетают над морем. Фламинго занесены в Красную книгу Туркменистана и являются символом заповедника. Каспийское побережье привлекает птиц комфортным климатом и обилием питательных рачков и водорослей. Здесь животные остаются до марта-апреля. Площадь Хазарского заповедника 270 тысяч гектаров, из которых больше половины занимает море. В нем обитают более 300 видов птиц. Ну, это очень красиво. Очень Такие красиво. потрясающие. Да. Но вот знаешь, они вот здесь в кадрах еще не такие яркие, вот только какие-то отдельные, да, особи. А бывает же прям, знаешь, такой яркий цвет. Ой, это, видимо, какие зависит от питания. Слушай, крылья такие прям красные. Все, я хочу на море. Хочется уже лето. Ну а сейчас, друзья, давайте мы узнаем самые актуальные новости, которые произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В
поселке Белая гора возводят пристройку гимназии. Объект строится по инвестиционной программе республики. На текущий год на его возведение в бюджете предусмотрено 140 миллионов рублей. Новое здание площадью более 2000 квадратных метров сможет вместить 176 учеников. В корпус переедут ученики начальной школы Белогорской средней школы, которые сейчас учатся в старом здании, построенном в 70-х годах. В Якутской офтальмологической больнице открыли новый оперблок и расширили детское отделение. Это позволит хирургам не стоять в очереди за хирургическими столами и быстрее оказывать помощь, что снизит очередность на операции на глазах. С понедельника начинает работу обновленное детское подразделение, где можно будет пройти углубленную диагностику по направлению врача. После обновления детское амбулаторное подразделение расширено. Здесь увеличили количество кабинетов функциональной диагностики, аппаратного лечения и открыли кабинет сложной коррекции зрения, который оснастили высокотехнологичным оборудованием российского производства. Появились больше возможностей для приема детей, для лечения аппаратного детей. И ведь для этого нужны были и дополнительные штаты, и дополнительные площади, и техническое оснащение оборудованием. И поэтому самый расцвет, наверное, последние 3 года мы увидели, заметили, потому что фактически я такое впервые за свои 30 лет замечаю, что бы ни пожелала, какое бы оборудование лечебное не захотели, диагностическая администрация идет навстречу, обеспечивает. Документальный фильм «Наблюдение» о самобытном театре оперы и балета Якутии снимут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки картины включают подготовку премьеры балета «Щелкунчик» в Якутске. Отдельные съемки планируются с участием солистов балета в национальном парке Ленские столбы. После съемок закрытия сезона в Якутске планируется проведение серии презентаций фильма «Театр Ботура» и киноверсии оперы «Аланхо Нюргун Ботур» для аудитории регионов России и зарубежных стран. Быть здоровым – это модно. Под таким девизом в Якутске прошло массовое обливание холодной водой. Более 60 жителей республики, включая профессиональных моржей и юных якутян, бросили вызов холоду на городском пляже в 202-м микрорайоне и в ледовом городке «Северное сияние». Акция, приуроченная к 80-летию Победы, объединила более 60 регионов России и множество стран мира. Это первый опыт участия Якутии в таком мероприятии. Мы не только обливаемся, у нас разные занятия. Конечно, для молодежи основное карате. Но в этих рамках мы делаем такие вещи, которые нужны для раскрытия наших потенциалов, духовных потенциалов в первую очередь, и физических. То есть дети и обливаются, по стеклам ходят, совершают сверхусилия различные, то есть работают с телом. Но самое главное то, что все это основывается на том, что вся сила в нашем уме. Накануне 24 февраля исполняется 3 года с начала специальной военной операции. Этот период стал важным этапом в истории как России, так и всего мира. Дал толчок усилению тенденций по формированию новых альянсов и пересмотру существующих международных отношений. Ну а какие еще события связаны с сегодняшним днем? Давайте узнаем прямо сейчас из рубрики «Даты и события». На календаре 24 февраля. Сегодня отмечают первый день Масленицы. Древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедшие до наших дней. По народному календарю Власьев день, коровий праздник. В этот день непременно кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. Это день в истории. 1582 год. Папа Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на григорианский календарь. 1852. Гоголь сжег 2-й том поэмы «Мертвые души». 1973. В телеэфир впервые вышла передача «Очевидное невероятное». 1938 год. Выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном. В этот день родились Федор Ушаков, русский флотоводец-адмирал, Вильгельм Грим, немецкий филолог, один из братьев-сказочников, Эммануил Казакевич, советский и еврейский писатель, поэт, переводчик,
Татьяна Яблонская, советский и украинский живописец, народный художник СССР. Майя Кристалинская, советская эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Порфирий. Главная дата этого года, несомненно, 80-летие победы в Великой Отечественной войне. По всей республике уже начинают активно готовиться к празднованию этого события. А как мы знаем, город Якутск был признан городом трудовой доблести согласно указу нашего президента. И дабы увековечить имена героев-тружеников в Якутске, был разработан сайт, на котором можно найти информацию о героях, тружениках тыла Великой Отечественной войны, найти среди них своих родственников или дополнить информацию о них. А как пользоваться порталом, нам расскажет наш сегодняшний гость, краевед, ответственный секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Дьяконов. Александр Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Якутяне. Труженики тыла». Кто занимается реализацией данного проекта? Дело в том, что это проект, собственно, городской, потому что это город Якутск, трудовой доблести. Дело в том, что предварительно перед даже тем запуском нашего сайта была проведена огромная работа еще в 2021 году, в 2022 году, и, соответственно, в связи с указом нашего президента нужно было подготовить огромное количество материалов. Эти документы, эти материалы архивные были подготовлены инициативной группой, и, соответственно, как результат мы являемся вот таким городом с таким доблестным названием, да, Якутск городовой доблести. После чего вот у нас буквально на этой неделе, то есть на будущей неделе, на прошлой неделе она вышла, и мы работаем уже наш сайт. То есть многие могут ознакомиться с нашим сайтом, с теми фамилиями, которые забиты в этот список, этот реестр. Дело в том, что основная часть нашего сайта — это, конечно, та информация о тех тружениках тыла, которые работали в городе Якутске во время Великой Отечественной войны. И самое главное, именно те, кто награждены медалью за трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны. Нужно напомнить, что город Якутск, конечно, был не таким большим, да, во время войны. Это было около 50 тысяч населения города Якутска. Нужно отметить, что по окончанию войны, то есть там после войны, это, конечно, было эти подписанные наградные списки. Это практически каждый пятый житель города Якутска в 1946-1947 году уже имел вот такую вот замечательную медаль. Чем мы, конечно, как город Якутск, мы должны этим гордиться. И там у нас на самом деле сайт ничем, естественно, таким удивительным не отличается от других, да, таких вот информационных сайтов. То есть у нас есть список, в этом списке вы можете набить, то есть имя, фамилию, допустим, прабабушки, то есть или прадедушки, или дедушки, и у вас появится информация. То есть это будет список из наградного листа. И, соответственно, к нему будет идти, то есть там любая фамилия, Иванов, Петров, Сидоров, то есть не будет краткая производственная характеристика, то есть за что он за годы войны получил вот данную медаль. Ну, на самом деле, бесценная информация, потому что наверняка не все мы знаем, за что получили, и не все мы даже знаем, что вообще они у них были. А как внести вот вам данные? То есть если я точно знаю, что у меня прабабушка, прадедушка были награждены, возможно, даже сохранились документы, как я могу передать вам данные? Вот, самое главное — это сравнить с нашим списком. То есть вы найдете документы, вы найдете два документа, то есть это одна по линии, то есть это по месту работы. И если, тогда, сами понимаете, был Советский Союз, было очень много, то есть, да, коммунистов, комсомольцев в первую очередь. То есть вы должны по этим спискам сравнить. Потом у нас есть там вот определенная рубрика, где написано, у нас сейчас до сих пор у нас работает, пока в тестовом режиме, надеемся, что на этой неделе она будет работать уже полностью. То есть вы дополняете вот эту информацию, и уже сама редакционная, да, коллеги, то есть работники самого сайта сами уже будут определять, куда ее поставить. То есть либо предприятие, то есть нужно запомнить, да, и помнить, что город Якутске работало во время войны более 200 предприятий. То есть это как и органы исполнительной власти, это и артели у нас работали, это и школы, и библиотеки. То есть город жил обыкновенной трудовой жизнью войны. А в целом, вот, допустим, кто может в дальнейшем использовать в дальнейшем использовать? Дело в том, что мы же видим и будущее этого сайта. Естественно, у нас только это первоначальный этап. Потому что у этих 5000, допустим, награжденных, 100% есть, да, и правнуки уже, и внуки, и это
будущие исследователи отчасти, конечно, и каждая личность — это для нас память города Якутска. Но самое-то главное, что оно продолжится. И если, допустим, у нас получилось так, что на протяжении 80 лет наши следопыты очень активно работали по следам, да, именно самих, да, бойцов Красной Армии, то теперь пришло время, на самом деле, уже обратить внимание на тех людей, которые работали, ковали победу уже в тылу. И хочется здесь отметить, что, как любая война, случилось так, что большинство мужчин ушло на фронт, и большинство награжденных, как правило, да, у нас это 80% это женщины. То есть весь этот тяжелый труд, он лег на плечи наших прабабушек, наших бабушек. А как вы находите архивные документы? Может, какой-то интересный факт удалось отыскать, пока работали? Потому что это же такая кропотливая, сложная, на самом деле, работа. Да, работа в архивах, она, конечно, кропотливая, у нее есть свои правила. То есть тут там ничего такого там особо-то нету. Кто умеет работать, тут прекрасно знает, ничего удивительного нет. Но эти списки, понимаете, это как уже документ. То есть это наградные листы, эти документы, как во всем мире, они должны храниться в архивах. И вот эта кладезь наша информационная, это наши архивы, мы оттуда ее и получаем. Но здесь хочется рассказать о той команде, которая, да, вот с нами работает. С нами вот как бы у нас главный научный консультант — это Пантелеймон Иванович Петров. Это один из ведущих историков не только города Якутска, нашей республики. Поэтому у нас на протяжении уже, наверное, 20 лет ни одно издание печатное не выходит без вступительной статьи нашего Пантелеймона Петрова. За что мы очень, наша команда, за что им очень сильно благодарны. Есть ряд журналистов, Анна Захарова, тоже известный журналист. И как наш куратор, главное, это Сергей Михайлович Сергеев, он у нас помощник мэра нашего города. Ну, такая сильная команда, которая, мы конечно... мы подключили сюда все то, что у нас есть. Это научно-исследовательские учреждения, это как Национальная библиотека, Национальный архив, городской архив, это музеи практически все города Якутска. Ну и в том числе, конечно, административный ресурс. Без него было бы сложно. Очень большой плюс, что мы пользуемся этим элементом нашей общественной жизни. Ну, мы хотим выразить благодарность за такой большой труд, потому что это правда наша история, ее знать нужно обязательно. И я уверена, что многие, кто не задумывался о том, что на самом деле какие у них замечательные прабабушки, прадедушки, какой вклад они внесли в победу, теперь могут посмотреть, найти, узнать чуть больше о своей семье. Ну, я так понимаю, что чтобы найти этот сайт, нужно в поисковике набрать «Якутяне». «Подвиг Якутска». «Подвиг Якутска». «Подвиг Якутска» коротко, и тут же вы можете найти. Нам будем гордиться, что мы живем в Зайти Якутске. на этот сайт. Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, благодаря таким людям, как наш сегодняшний гость, и десяткам, сотням таких же энтузиастов в районах Якутии, мы сохраняем историческую память и имена людей, внесших неоценимый вклад в развитие нашей республики. Героиня нашего следующего сюжета также по собственной инициативе создала небольшой, но очень содержательный музей, повествующий о людях и истории Тамота Алданского района. История создания музея при этнокультурном центре связана с личной биографией Анны Исмаковой, точнее, с его отцом. Сундук отца нашла, там были вырезки газет, очень много у него. И потом смотрю, у него очень много фотографий его друзей, и там фронтовики. Вот, там именно тамотцы. Я говорю, сколько он фотографий тут сохранил. Именно с фотографий фронтовиков началась первая экспозиция музея. Затем, узнав о том, что создается музей, жители Тамота стали нести и другие экспонаты. Старшее поколение вдруг начали приносить очень интересные экспонаты. Они вот у нас сохранились, здесь есть. И потом так, и стало у меня 100, а потом дальше, и вот я думаю, наверное, пора открывать. Это было почти 25 лет назад. Сегодня в музее при этнокультурном центре Тамота хранится уже более 6 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории и людях этого края. Самые старинные из них датируются серединой XIX века. Это оружие, орудия труда, бытовые вещи эвенков, коренного населения этих мест. Также есть отдельные экспозиции по русской и якутской культуре. Вот это вот сушилка для мяса.
самодельное. Вот. Шкуру выделывали, станок у них был. И вот старинный, к ним приезжали купцы, это вот старинные весы. И хотя наша героиня музейным делом занялась только по выходу на пенсию, до этого долгое время работала медсестрой, именно нынешнее занятие ей приносит больше всего удовольствия и вдохновения. Сейчас она приобщает к музейной работе молодых. Терпеливо говорит всем, что вот вы молодцы, у вас все получается, даже если не получается, она все равно говорит, что у вас все получается, вы такие большие молодцы. Она вот такая светлая, добрая. Многие, кто знает Анну Титовну, отмечают ее способность щедро делиться тем, что знает и умеет. Мы прожили здесь 42 года в Якутии, а сейчас мы открываем Якутию с новой стороны. Мы вот благодарны ей, что она настолько разносторонний человек, Анна Титовна, она столько много знает, она столько много умеет, и она вот всем этим хочет поделиться и заразить всех нас. Интересно с таким человеком быть рядом, и хочется сюда приходить. Помимо основной работы, Анна Титовна ведет занятия по бисероплетению и национальному шитью. Вот этим потом пойдешь. Ну, вот этим черненьким, да? Ну и все, будет хоккей. Или белым, или голубым, какой хочешь. На занятия мастерица берет всех, терпеливо объясняет каждой значение узоров, технику шитья. Смотрю, девчонки некоторые уже что-то делают, а у меня все что-то не так, не так. И я потом думаю, ну что, совсем что ли такая дурная? И я вот так вот раз. Первый получился, а Титовна говорит, она как меня вдохновила, говорит, Люба, ты талант. И у меня прям вот так, ну, конечно, я талант, я теперь все буду делать. Многое из того, что делают женщины на мастер-классах Анны Исмаковой, демонстрируется на выставках, а также украшают костюмы на выступлениях танцевальных коллективов, в том числе международных, и на национальном эвенкийском празднике Бакалдын. Быть активной, вдохновлять людей на добрые дела, приносить пользу окружающим и родному краю. Не этого ли хочет в жизни каждый из нас? И наша героиня – яркий тому пример. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Таммот. Ну а об истории можно узнать не только изучая экспонаты музея. Многое могут рассказать личные вещи, семейные реликвии. В рубрике «История вещей» мы сегодня расскажем о музыкальном инструменте, принадлежавшем известному музыковеду, педагогу, пианистке, концертмейстеру Аизе Петровне Решетниковой. Аиза Петровна Решетникова родилась в семье знаменитых артистов Саха-театра Петра Михайловича Решетникова и Ирины Михайловны Максимовой. Ее отец стал очень знаменитым артистом, народный артист России, народный артист Якутии, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и медали за трудовое отличие. Он стал первым якутским киноартистом. На студии «Ленфильм» сняли детектив «Следы на снегу». Там он играл роль старика-охотника. Сам он весьма переживал, что не мог сам писать музыку и играть на фортепиано. Поэтому первым делом своей дочери он купил с рук этот инструмент. И она с самых ранних лет училась играть на нем и занималась в кружке Дворца детства. Затем она поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского на факультет фортепиано. На этом инструменте она учила циклы своих монографических концертов, играет и рассказывает Аиза Петровна Решетникова. Это были сольные концерты и их телеверсии. Она разучивала на этом инструменте история фортепианного концерта, цикл тоже сольных концертов, где сначала она рассказывала историю, а затем исполняла произведение. На этом же инструменте она разучивала цикл «Концерт-лекция. Якутская фортепианная музыка», где сначала она рассказывала о якутских композиторах, об их жизни и творчестве, а затем и исполняла их произведения.
Дома на этом инструменте она занималась с певицами Онегиной Ильиной, Айей Яковлевой, Натальей Муттер-Перл. С другими певцами она занималась в залах или в других помещениях. И затем на этом инструменте она занималась с певицами Альбина Борисова-Кычкина и Анна Савина-Дичковская. Ее работа как концертмейстера была движима желанием помочь вокалистам раскрыть их таланты и также преподать слушателям шедевры вокальной классики. На этом инструменте дома она давала концерты для друзей. Ныне этот инструмент обрел покой в стенах созданного ей музея. Сверху вы видите коллекцию сувенирных кукол, которые она привозила из своих многочисленных поездок по стране и миру. Но удивительно, как какая-то вещь может рассказать о человеке. Все равно, вот знаешь, берешь иногда вещи, там, бабушек, дедушек, и такое впечатление создается о том, какие они были интересные люди. А бывает, что, ну, просто где-то вот на развалах, знаешь, берешь книжку, а там какие-то пометки человека, и тоже по ним понимаешь, кто эту книгу читал до тебя. Интересно. Да, ну а мне вот сюжет напомнил вообще мое детство. У нас было такое большое пианино, тоже черного цвета, фирмы «Гамма». Ну, то есть я на нем даже немного играл. Она почему не решила связать себя с музыкой? Ну, вот именно прям в классическом варианте. В то время как-то, да, надо было, наверное, и побольше, но я где-то года 2 учился в музыкальной школе, а потом... Мне вот, работая с тобой, всегда приходит мысль, надо как-нибудь Руслана в гости позвать и обсудить. Интервью взять. Да. Ну а мы продолжаем, друзья. Желаем вам доброго утра. И совсем скоро мы встретим в нашей студии гостей. Будем говорить также о хоровом искусстве. Ну а прямо сейчас, внимание, у Вероники в руках подарок. А мы зададим вам вопрос, за правильный ответ на который один из наших зрителей получит эти пригласительные билеты на 2 персоны на выставку всемирно известного художника-скульптора Даши Набнакова, который проходит в эти дни в Национальном художественном музее. Итак, поэтому, да, сейчас открывайте телеграм-канал или переходите. Итак, вопрос. Какой необычный элемент на скульптурах мифических персонажей символизирует просветление, внутреннее прозрение и самопознание? Давайте еще раз повторим. Какой необычный элемент на скульптурах мифических персонажей символизирует просветление, внутреннее прозрение и самопознание? Прямо сейчас мы продублировали наш вопрос в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Переходите туда и в комментариях пишите ваши ответы. Слушай, ну какие вопросы у нас сегодня философские с утра. Поговорили о музыке, а теперь получается такой интересный вопрос. Мне кажется, даже почитать об этом будет интересно. Абсолютно верно. Ну а мы продолжим. И если вы сова и вам тяжело даются утренние подъемы, не забывайте все-таки делать зарядку, как только проснетесь. Ведь активность в любое время дня помогает избавиться от лишних килограммов. Именно утренние тренировки более эффективно справляются с сжиганием жира, так что советуем долго не лежать в постели и присоединиться к зарядке нашего фитнес-тренера прямо сейчас. Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами выполним кардионагрузку, которая хорошенько взбодрит и зарядит нас на весь день. Первое упражнение – это будут прыжки с приседа. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки смотрят диагонально, делаем присед и руками помогаем вытолкнуться. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение – прыжки джемпинг джек. Тоже выполняем 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода.
Следующее упражнение мы будем выполнять в бёрпи. Исходное положение. Встаем на ладошки на пол, делаем планочку, подтягиваем колени к себе, делаем прыжок наверх. Тоже делаем 16 повторений. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Упражнение достаточно сложное, поэтому для начинающих я советую выполнить 8 в активном темпе и 8 можно выполнить в спокойном. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша кардиотренировка подошла к концу. Тренировка достаточно тяжелая, активная, поэтому наблюдайте за своим состоянием. Всем хорошего, бодрящего дня! В День защитника Отечества в соцсетях стало очень популярным вот это видео, да, песни, переделка песни, которая популярна в молодежной среде. Песни «Сигма Бой» переделали на армейский лад. На наш взгляд, получилось оригинально, патриотично и очень интересно. Ну, надо отметить, что именно социальные сети становятся источником новых слов. Слово «сигма» вошло в обиход сравнительно недавно и быстро обрело популярность. Подробнее о значении слова нам расскажет рубрика «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем говорить о словах, которые стали наиболее популярными в 2024 году в социальных сетях. Следующее по популярности слово после слова «вайб» стало слово «сигма», которое было употреблено в социальных сетях более 4000 раз. Если вы думаете, что слово «сигма» называют 18-ю букву греческого алфавита или является специальным обозначением суммы, то вы, безусловно, очень отсталый человек. С точки зрения современного молодежного жаргона, сигма – это успешный, харизматичный, уверенный в себе мужчина, который не ищет общественного одобрения. Однако это значение слова «сигма» не является литературным и не зафиксировано в словарях. Поэтому давайте наблюдать за изменением словарного состава языка, за изменением лексического значения слов и говорить правильно. Всего доброго! Ну, правильная речь – это в том числе залог сохранения и родного языка, как сохранить язык в быстро меняющемся мире в литературном исконном виде. Национальная библиотека представила 2 продукта, разработанных на основе нейросетей, которые помогают правильно говорить и писать на якутском языке. Руслан, скажи, пожалуйста, вот ты активный пользователь новыми продуктами, именно информационными, уже успел воспользоваться? Ну, в целом, да. Но я прям не такой. Вот, когда смотришь в соцсети, думаешь, ой, я вообще там даже и близко не подхожу. Там уже и видео делают, и фотографии, да, генерируют. Но в целом из последнего вот искусственный интеллект, DeepSeek, мне достаточно понравился. То есть он легкий, доступный и, в принципе, ну, в принципе, пользователи современных смартфонов тоже вот должны оценить, что уже, в принципе, генерация сообщений, она тоже существует достаточно давно. И искусственный интеллект помогает изложить твои мысли более грамотно. Мне кажется,
Вот, казалось бы, это облегчает жизнь и не стимулирует мыслить самостоятельно, с одной стороны. Но с другой стороны, когда ты не можешь выразить свои мысли, накидываешь какие-то вот основные точки, да, потом смотришь текст и думаешь, ну да, я учусь вот тоже излагать свои мысли. Да, Для детей, мне кажется, полезно. Да, в целом, даже если, чтобы достичь хорошего результата в искусственном интеллекте, это нужно написать хороший промпт. Это тоже, достаточно задание, то есть дать искусственному интеллекту, это тоже такая достаточно сложная задача. Да, думаю, что детям тоже стоит осваивать. Мне кажется, за этим будущее. Давайте посмотрим, как это удалось в нашей национальной библиотеке. Искусственный интеллект теперь говорит и пишет на якутском языке. Национальная библиотека Якутии представила 2 продукта, разработанных на основе нейросетей. Во-первых, это чат-бот, который переводит устную якутскую речь в текстовый формат. Бот называется «Саңа Сурук» или «Речь в текст». Воспользоваться им можно на площадке Telegram. Бот поможет овладеть якутским языком. Можно отточить произношение, научиться читать и писать. Воспринимать речь на слух поможет второй библиотечный продукт. Это синтез речи и стинг. Он озвучивает готовые тексты. На сайте библиотеки уже 2 аудиокниги, сделанные искусственным интеллектом. Это лишь первые шаги на пути к полноценному голосовому помощнику. Как будто вы общаетесь с живым человеком, да, но только он никогда не болеет, никогда не устает, всегда на связи. И вот такие технологии, которые позволяют работать с речью, с текстом, они в будущем откроют невероятные возможности перед информационными системами. Всего год потребовался искусственному интеллекту, чтобы овладеть языком саха. Ему помогли произведения якутских писателей из электронной библиотеки Якутии и ресурсы Сбербанка, партнера проекта. Сохранение одного из древних тюркских языков – задача государственной важности. Очень часто мы слышим новые инициативы от Национальной библиотеки. И это не случайно, потому что президент страны Владимир Путин и Айсен Сергеевич, глава нашей республики, говорит о том, что библиотеки должны стать центром цифровизации языкового пространства, потому что у них огромный богатый материал. Обучение искусственного интеллекта продолжается. Для этого ведется сбор голосовых данных на сайте Национальной библиотеки. Каждый, кому не безразлична судьба родного языка, может записать фразы на площадке voice.nlrs.ru. Татьяна Павлова, Михаил Эверстов, Петр Егоров, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Продолжаем говорить на тему 80-летия Великой Победы. В республике стартовал региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, посвященного юбилейной дате. Участие в нем примут хоровые коллективы республики. А подробнее об этом расскажет наша сегодняшняя гостья, председатель Якутского хорового общества республики Татьяна Павлова-Борисова. Татьяна, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, немного о хоровом искусстве в городе Якутске, и в республике. Много ли у нас хоровых коллективов? Вы знаете, хоровых коллективов у нас много, потому что в последние годы особенно очень ярко проявляется интерес к этому виду искусства. И я думаю, что он возрождается, имеет хорошие перспективы в связи с тем, что у нас возрождаются наши традиционные ценности, и быть вместе, петь важные вещи языком музыки, это всегда было в характере российского народа, и, конечно, якутского. А из кого составляются эти коллективы? То есть это профессиональные музыканты, певцы, это инициативные группы, коллективов рабочих. Вот как получается формировать коллектив хора? Вы имеете в виду участников фестиваля? Да. Фестиваль проводится с 2014 года. Если вы знаете, в советское время очень активно было развито хоровое общество по стране. И пели в школах, в садиках, были октябрятами, пионерами. И дальше, когда входили в жизнь, то в коллективах всегда были хоровые коллективы. А с прошествием времени, почему-то в 90-е годы был период, когда казалось, что это все не нужно, что пришли современные какие-то шоу,
более интересные для молодежи, но, как показывает время, все мы нуждаемся в том, чтобы вместе проговаривать какие-то важные вещи с родными, близкими. И коллектив, с которым ты работаешь всю жизнь, он, в принципе, оказывается тоже, да, как семья. И если люди поют важные вещи, которые касаются каждого, вот если песня о главном, все вместе, то это сплачивает, они чувствуют локоть друг друга, общие ценности, смыслы, это на самом деле очень важно. И то, что нам досталось в наследие от наших родителей, дедов, прадедов, это все лучшее, что есть у нас в вокальном и песенном творчестве. Коллективов может быть сколько угодно. И в школах, и в трудовых коллективах. У нас есть в республике профессиональные хоровые коллективы. Но в этом фестивале могут принимать участие все коллективы. Там есть категории, на которые делятся: любительские, самодеятельные, школьные. Все очень подробно расписано. Положение распространяется, и желающие принять участие, они подают заявку. То есть, получается, грубо говоря, ограничений нет. То есть Нет. просто в самом фестивале идут подклассы. Да, и там ежегодно объявляется, например, у нас был фестиваль, посвященный юбилею Александра Невского. А в прошлом году фестиваль был о народной музыке. В этом году он посвящен юбилею Великой Победы и Году защитника Отечества. Поэтому, когда и дети, и взрослые встают и поют «Катюшу», «Синий платочек», священную войну, то это мы можем только приветствовать и давать возможность выступать этим коллективам. В этом году мы объединились в сводный хор Якутии впервые, возможно, да, вот за последние десятилетия. И вот это очень такое большое значимое событие должно завершить череду наших фестивальных мероприятий, которые будут вот сегодня и завтра. Круглые столы о наших ведущих хормейстерах, тех людях, которые формировали якутское хоровое искусство музыкальное. Это Феврония Баишева, 100 лет, которые мы будем отмечать в этом году. Семен Васильев, который основал знаменитый Наихинский хор. И в этом смысле люди, которые интересуются хоровой музыкой, они в эти дни могут посетить эти мероприятия, мастер-классы, концерты и сами принять участие в сводном хоре. Потому что в «Триумфе» на большом экране будет вестись трансляция, будут видны слова песен, которые исполняются, и эти песни, они же у нас в душе, они же с нами, поэтому... Мы даже вас приглашаем, приходите. Спасибо большое. А дальнейшее развитие какое будет вот после такого масштабного фестиваля? Да? То есть все приняли участие, понятно, как часто будут проводиться подобные конкурсы, чтобы хор развивался, наращивал свой репертуар? Ну, без разницы, какой, школьный, даже там коллективный. Касаемо сводного хора Якутии, конечно, есть хорошие перспективы, потому что люди, оказывается, очень любят петь. Вот я сама, например, да, увидела в этом хоре тех людей, с которыми у меня по жизни как бы вот были какие-то контакты, общения, студенческие, школьные друзья. У людей есть потребность, они приходят и с таким энтузиазмом, с таким удовольствием поют вот эти вот песни, с которыми выросли. И очень важно, чтобы эта музыка переходила следующим поколениям, чтобы те ценности, которые в них изложены, чтобы они звучали. Потому что хор — это образ идеального общества. И если мы не будем вместе и вместе не будем постулировать в этих песнях, в этих словах то, что нас волнует, то какое у нас будет будущее? А что касается массовости, то вот количество участников, сколько коллективов участвует? А есть ли вообще ограничения по количеству в одном хоре участников? Нет, потому что вообще вот за рубежом есть такие как бы песенные традиции, праздники песен. Они собираются вообще как бы на улице большое количество. Есть хоровые олимпиады. У нас, по идее, в Якутии все это происходит на сыще, когда люди собираются и вместе поют осухой. Ведь нет уже ограничений, собираются, поют, да. То же самое в хоре, но чтобы это хорошо звучало, нужно репетировать и организовывать процесс. Для этого вот как раз-таки работают хормейстеры, люди, которые являются профессиональными мастерами по хору. Хормейстер, мастер хора. Вот. И у нас в этом фестивале принимают сейчас в конкурсе 15 коллективов, а в сводном хоре порядка 30. И общее количество участников сводного хора 700 человек, плюс еще оркестр национальных инструментов. Он тоже сводный, там тоже принимают участие другие оркестранты других коллективов, например, из Дворца детского творчества старшеклассники. И в этом смысле почти по 1000 человек завтра в 18:00 приходите, посмотрите, как у нас получается.
Да. Столько человек, которые заряжены на то, чтобы исполнить определенные песни. Так я думаю, что и вот основное, почему люди идут в хор, например, да, ну, на мой взгляд, это люди, ну, допустим, на работу, вот ты ходишь каждый день, да, утром на работу, вечером домой, а хор — это что-то такое, как отдушина, скорее всего, да, и когда вот большим коллективом поется песня, это, наверное, можно так сказать, какой-то антистресс. Ну, это же энергетика. Да. Хор — это вибрация, пение — это вибрация, да, то есть человек, это он как бы сам участник творческого процесса. Ему не нужна скрипка, ему не нужна виолончель или фортепиано, он сам музыкальный инструмент. И в этом смысле то, что он вступает в творческий акт, и не один, а вот плечом к плечу стоят его единомышленники, которые, вот говорят, что спелись, да? Вот, да. очень хорошее слово. Вот это вот о нас. И я хочу, чтобы в нашем обществе люди больше уделяли этому времени, потому что действительно это захватывает. Ну, захватывает даже ваш отзыв об этом. Уже у вас горят глаза, видно, что вы этим заинтересованы, вы этим живете, это потрясающе. Я думаю, что даже через экран уже многие заразились идеей, ну, как минимум, увидеть это своими глазами. И вам можно спеть. Потому что это народная акция. Мы специально открыли двери не для профессионалов, а вот именно для людей, которые хотят прийти и спеть старые, хорошие, добрые песни, а главное. Здорово. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а мы продолжаем, и сейчас с огромным удовольствием передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В 2 селах Абыйского района Якутии построят станции сотовой связи стандарта 4G. В Абыйском районе сейчас работает сотовая связь стандарта 2G. В прошлом году в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства 2.0, направленного на помощь населению от 100 до 500 человек, были построены 3 базовые станции сотовой связи. Такие же станции будут в селах Кенкёль и Саганах, сказал первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников. 23 февраля мы чтим память воинов-якутян, погибших на озере Ильмень. В этот день, 82 года назад, 19-я лыжная бригада, отбивая Старорусский район Новгородской области, подверглась атаке немецких захватчиков. Бригада, 600 солдат которой были призваны из Якутии, потеряла треть личного состава. Ежегодно в День защитника Отечества к памятнику Журавли над Ильменем в столице республики возлагаются цветы. Дань уважения воинам отдали члены правительства, народные и городские депутаты, юнармейцы и просто неравнодушные жители Якутска. 25 лет тому назад в Новгородской области они воздвигли памятник нашим воинам. И мы очень благодарны им за это, за то, что они помнят наших дедов, прадедов, наших отцов, за то, что они сражались на их земле во имя победы над фашизмом и во имя того, чтобы наша общая родина, тогда Советский Союз, победила. Кадетская школа-интернат имени Героя России Геннадия Трошева готовит будущих защитников Отечества с 2008 года. За 17 лет кадетская школа выпустила множество ребят, которые связали свою жизнь с военным поприщем. Большинство кадетов с Чернышевского связывают свою жизнь с военным поприщем. К слову, сюда приходят учиться не только из районов республики, но и других регионов страны. Например, кадет Данила Иванов специально выбрал именно эту школу. Сам Данила попал сюда с Ростовской области. После выпуска кадет намерен поступить в военно-медицинскую академию. Выбрали эту, потому что по всем спортивным состязаниям, по военной дисциплине все равно эта кадетка лучше. И вот когда я сюда поступил, я это понял на самом деле наяву. Потому что в 23 году был 15-й фестиваль в городе Пермь. Вот, я как раз-таки тоже был в числе команды. И получается, мы заняли тогда 5-е место по России, а Якутская кадетская школа заняла за 10-е места. Зрелищно прошло соревнование Николая Тарского, посвященное 50-летию со дня рождения Героя России Дмитрия Егорова. Принимают участие всего 18 команд и 142 борца. Поклонники таких популярных соревнований, как вольная борьба, пришли в восторг и стали свидетелями острых схваток лучших спортсменов республики. В День защитников Отечества спортивный праздник стал дорогим подарком для мужчин. Победители и призеры в каждой из 10 весовых категорий получили денежные вознаграждения. Также еще 5 борцам по итогам чемпионата присудили призовые в специальных номинациях.
Сегодня начались утешительные схватки, которые пройдут до 2 часов, и потом будет перерыв до 4, и с 4 будет финал. Очень хорошо проходят соревнования, организация, как всегда, на высоком уровне. Для спортсменов, тренеров, судей созданы все условия. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Мы сегодня в течение эфира уже говорили об иностранных словах и их влиянии на развитие языка. Вот еще одно новое слово и явление – думспендинг. Знаешь, что это такое? Ты знаешь, вот я, видимо, не успеваю за веянием иностранных слов в нашей лексиконе, потому что нет, не знаю. Не знаешь. Но а это, оказывается, шопоголизм или покупка ненужных товаров в качестве досуга. У тебя бывает такое? Вот разница между шопоголизмом и вот этим какая? Не знаю, ну я... Ну это просто более новое. Одно и то же, скорее Понятно. всего. Ну, на самом деле, ты знаешь, импульсивные покупки, они все равно в жизни присутствуют, но у меня обычно они связаны с покупкой подарков. Вот вроде бы ты все купил, готов к Новому году, к 8, а потом видишь, эта игрушка потрясающая, я хочу ее купить своему ребенку, все. Ну, далее тем, кто страдает от импульсивных покупок, чтобы улучшить себе настроение, будут полезные советы нашей рубрики «Финансовая грамотность». Современная культура активно поощряет потребление как способ самоутверждения и наслаждения жизнью. Покупка брендовой одежды, гаджетов продиктована не реальной потребностью, а желанием не отставать от друзей или коллег. Если вы хотите перестать тратить деньги без особой надобности, попробуйте контролировать свои эмоции. Когда хочется совершить импульсивную покупку, стоит переключиться на что-то, что дает ощущение контроля и помогает снять напряжение. Например, можно заняться уборкой рабочего стола, организовать пространство или просто сложить постиранную одежду. Такие простые задачи создают порядок вокруг вас и приносят спокойствие. Также полезно записывать, что вы успели сделать за день. Это поможет почувствовать себя более продуктивным и снизить стресс. Покупки по заранее установленному лимиту позволят не поддаваться на соблазны и потратить больше, чем нужно. Платежи в несколько кликов или сканирование телефона у кассы могут создавать ощущение, что деньги уходят сами собой и не дают нам времени подумать о своих расходах. Один из способов борьбы с этим – удаление сохраненной информации о кредитных картах на сайтах и использование наличных при покупках в магазинах. Также можно настроить уведомления в банковских приложениях, чтобы каждый раз получать оповещения о расходах. Попробуйте увлечься деятельностью, которая регулярно приносит радость и расслабление. Хобби помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, а это, в свою очередь, уменьшает вероятность необдуманных трат. Займитесь волонтерством. Акты доброты улучшают настроение и помогают снизить желание покупать вещи для того, чтобы почувствовать себя лучше. Можно также обратиться за профессиональной поддержкой к финансовому консультанту. Разработать стратегии, как улучшить материальное положение и избежать расточительства. Но уже стала известна обладательница 2 пригласительных в Национальный художественный музей. Мы поздравляем нашу подписчицу Татьяна Семенова. Наша зрительница, она дала правильный ответ. Правильный ответ был 3 глаз. Ну а если вам так не везет, как Татьяне, мы ее поздравляем, то узнаете, что говорят звезды. Может быть, там откроется секрет вашего счастья. Овен. Для овнов эта неделя обещает быть насыщенной и динамичной. Вы можете почувствовать прилив энергии, что будет способствовать новым начинаниям в карьере и личной жизни. Не бойтесь проявлять инициативу, особенно в общении с близкими. Телец. Тельцы, на этой неделе вам стоит обратить внимание на свои чувства и желания. Возможны приятные сюрпризы в личной жизни. Не забывайте уделять время близким и проявлять заботу о себе. Близнецы. Близнецы, вас ждет неделя общения и новых знакомств. Будьте открыты для новых идей и возможностей, которые могут появиться в профессиональной сфере. Ваши идеи будут особенно ценны. Рак. Ракам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Возможно, вам нужно будет провести время в одиночестве, чтобы переосмыслить некоторые аспекты жизни. Это поможет вам лучше понять себя и свои желания. Лев. Львы, эта неделя принесет вам множество возможностей для самовыражения. Вы будете в центре внимания, и это вдохновит вас на творчество. Используйте свою харизму для налаживания связей с окружающими.
Дева. Девы, на этой неделе вам стоит сосредоточиться на планировании и организации. Ваши аналитические способности помогут вам справиться с любыми сложными задачами. Не забудьте уделить время своему здоровью. Весы. Весы, вам стоит обратить внимание на свои отношения. Возможно, стоит поговорить с близкими о том, что вас беспокоит. Это поможет укрепить связи и наладить гармонию в личной жизни. Скорпион. Скорпионы, на этой неделе вы можете почувствовать прилив энергии и желание действовать. Это отличное время для начинаний и реализации планов. Не упустите возможности, которые могут появиться. Стрелец. Стрельцы, эта неделя может принести вам неожиданные возможности для путешествий или обучения. Используйте это время для расширения кругозора. Возможно, вы встретите интересных людей. Козерог. Козероги, вам стоит обратить внимание на финансы и свои ресурсы. Возможно, стоит пересмотреть свои расходы и подумать о накоплениях. Это поможет вам почувствовать себя увереннее. Водолей. Водолеи, эта неделя будет полна новых идей и вдохновения. Ваше творчество будет на высоте, и вы сможете реализовать свои задумки. Не стесняйтесь делиться своими мыслями с окружающими. Рыбы. Рыбы, вам стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Возможно, вам нужно время для отдыха и размышлений. Это поможет вам лучше понять свои желания и цели. Ну, мне кажется, замечательное предсказание. Можно найти у каждого знака что-то хорошее. Да, ну а мы, конечно, желаем вам отличного начала рабочей недели, хорошего, бодрого настроения. Увидимся с вами уже завтра. Начинается каждое утро вместе с нами в уютной, приятной, радостной атмосфере. Ну и с последними новостями, конечно.